Всем привет! Тема сегодняшнего урока – вопросительные частицы в казахском языке. В казахском языке вопросительные предложения образуются двумя способами. Первый – это при помощи вопросительных местоимений, таких как «где», «когда» и так далее. И также второй способ – при помощи вопросительных частиц. О них мы поговорим сегодня. Вопросительные частицы «ба», «бе». Эти частицы прибавляются после букв «м», «н», «н» и звонких букв «ж» и «з». Рассмотрим прибавление этих частиц на примерах. Мнау каламба – это ручка. Мы здесь прибавили частицу ба, потому что слово калам твердое и оканчивается на букву м. И поэтому мы прибавляем твердую частицу ба. Следующий пример. Мнау дюкенбе – это магазин. Слово дюкен – мягкое, оканчивается на букву н. Следовательно, мы должны прибавить и мягкую вопросительную частицу. В данном случае это частица бе. Следующий пример. Дюкен улькенбе – магазин большой. Здесь также прибавили частицу бе, так как слово улькен мягкое, оканчивается на букву н, и мы прибавляем вопросительную частицу бе. То есть частицы сложны для того, чтобы задать вопрос. В русском языке вопрос задается при помощи интонации, а в казахском языке для этого нужна именно вот эта частица. Следующие вопросительные частицы – это ма, ме. Эти частицы прибавляются после гласных букв, а также букв л, р, у и краткое. Рассмотрим также все на примерах. Мнау балама – это мальчик. Слово бала заканчивается на гласную букву, и поэтому мы прибавили вопросительную частицу ма. Слово твердое, значит и частицу тоже прибавили мы твердую. Следующий пример. Мнау тереземе – это окно. Слово терезе мягкое, значит мы прибавляем мягкую частицу ме. Следующий пример. Орын барма – место есть. Слово бар заканчивается на сонорную р. Мы прибавляем вопросительную частицу ма. Слово твердое, значит и частица должна быть твердой. И следующая пара вопросительных частиц – это па, пе. Данные частицы прибавляются после глухих букв и также букв б, в, г, д. Рассмотрим на примерах. Мнау шунши сынып па – это 3 класс. Слово сынып оканчивается на глухую п, значит мы прибавляем и глухую частицу. Слово твердое и частица, значит, тоже должна быть твердой. И следующий пример. Мнау мектеппе – это школа. Школа мектеп заканчивается тоже на глухую букву п, значит и прибавляем и глухую вопросительную частицу. Слово мягкое, значит и частица должна быть мягкой. В данном случае мы прибавляем частицу пе. То есть все эти частицы служат именно для того, чтобы задать грамматически правильно вопрос в казахском языке. На этом данный урок завершен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем уроке.